Рабочий день у абсолютного большинства жителей Абхазии начинается с чашки кофе. Секретарь Совета Безопасности Сергей Шамба не исключение. Кофе без сахара в день рождения приправлен бесконечными поздравлениями по телефону. И даже рабочий визит начинается с пожеланий. Сергей Миронович, поздравляю вас, Сергей Миронович, с юбилеем. Крепкого здоровья, благополучия и всего-всего вам самого наилучшего. Нынешний министр иностранных дел Даур Кови тоже родился 15 марта, но пришел к секретарю Совета Безопасности не только для обмена пожеланиями. Впереди очередной раунд женевских дискуссий. Вопросы, связанные с ним, необходимо согласовать. 13 лет Сергей Шамба возглавлял Министерство иностранных дел. Он участвовал во множестве встреч. По его словам, разговор с оппонентом вести необходимо. Любому здравомыслящему человеку очевидно, что если есть конфликт, то нужно разговаривать. Любому трезвому человеку ясно, что разговаривать нужно в любом случае, тем более со своими соседями. А если мы, государство, осуществляем какую-то внешнеполитическую деятельность, то разговаривать нужно со всеми. Воевать нужно тогда, когда война идет. А после войны и до войны нужно разговаривать. Мы и во время войны переговоры вели. Вон фотография стоит, на которой мы переговоры ведем во время войны в оккупированном Сухуме. Так что я, как вы правильно отметили, 13 лет был дипломатом, министром иностранных дел. До этого, когда возглавлял национально-освободительное движение, много встреч и переговоров у нас было, в том числе и с грузинской стороной. Вот. И во время войны переговоры были, участвовал во всех этих переговорах с грузинской стороной. После войны 13 лет этим занимался. Поэтому я знаю одно. Нужно разговаривать. Как рассказывает Сергей Шамба, международные наблюдатели охарактеризовали особенности дипломатии Абхазии и Грузии, проведя аналогии с Китаем и Вьетнамом, отмечая обманчивую мягкость абхазской стороны. Грузинскую дипломатию они сравнивали с китайской, потому что было время, это было раньше, когда американские разведывательные самолеты нарушали китайские границы, и Китай делал очень жесткие заявления. Даже это стало такой шуткой, как там тысячное китайское грозное заявление. Там больше 1000 их было, этих заявлений. А потом, когда китайцы садились за стол, они довольно мягкую такую линию проводили. А вьетнамцы, они всегда улыбаются, так, в чем характерна их внешняя политика, но ничего не уступают. Поэтому грузинскую политику сравнивали с китайской, а нашу с вьетнамской. Абхазские дипломаты говорят, улыбаются, но ничего не уступает. Но на самом деле нам и уступать нечего было. За нами была наша страна, которую мы не могли. Сергей Шамба уверен, что закрепленные в Конституции постулаты о независимости Абхазии непоколебимы, и ни один из политиков не сможет нарушить прописанные в законе нормы, даже если захочет. А политическая спекуляция на различного рода темах – лишь игра, где приз – власть. Где обе стороны должны чувствовать свою ответственность за государство, за интересы общества и государства, и должны здесь в стратегически важных вопросах должно быть единое мнение. У нас есть единое мнение по важным вопросам стратегическим, что Абхазия – это независимое государство, что мы должны развиваться как демократическое государство. Вот. И в этих вопросах есть единство, поэтому всякие такие спекуляции на эту тему, что кто-то хочет продать там власть, этого не может сделать никто, ни один президент, ни нынешний, ни предыдущий, потому что есть система защиты государственной нашей, это в Конституции нашей заложено, поэтому так один человек не может это решить проблему. Да и нет таких, после войны у нас, слава Богу, уже вот власть неоднократно сменялась, таких президентов, кого можно заподозрить в том, что они продали бы интересы Абхазии, это даже смешно обсуждать. Поэтому вот такие идеи, которые некоторые хотят раскрутить, они не получают в обществе поддержки. И все прекрасно же понимают, что это же нереальные вещи.
Такие выводы и прогнозы Сергею Шамбо позволяет делать опыт. Его политический путь начинался с национально-освободительного движения Айтгалара, когда он еще и не понимал, за какое дело берется. Когда меня Айтгалара выбрали, я пришел домой, все были расстроены, потому что думали, что я буду наукой заниматься, я уже кандидатом был тогда, что докторскую защищу. Я говорю, я согласился на 1 год. А мне отец говорит, нет, сынок, это на всю жизнь. В советское время карьерный путь был намного длиннее, чем сейчас. Как рассказывает Сергей Шамбо, лидеров растили. Сегодня он один из тех политиков, кто прошел все этапы личностного и профессионального становления. Там я работал, начиная с младшего лаборанта, потом старшего лаборанта, младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, ученого секретаря. В общем, все стадии прошел. Именно в интеллигентской среде, говорит Сергей Шамбо, должны рождаться оппозиционеры. По крайней мере, так было в Абхазии в поздние советские годы. Я работал в Абхазском институте языка, литературы и истории. Это был штаб такой, национальной идеи, где фокусировались, формировались все идеи национальные. Там, и в основном там, и в музее, но в большей степени там. В Абхазском институте, в Абни. Интеллигенция вообще должна быть всегда немножко оппозиционной власти, критичной власти. То, что происходит сегодня в отношениях между оппозицией и властью, Сергей Шамбо называет становлением абхазской политики. Власть и оппозиция должны быть в такой конструктивной конфронтации. Это во всем, в демократических странах это так. Я когда-то после войны как раз опасался того, что у нас все как-то друг с другом связаны, что все друг друга знают, родственники, друзья и прочее. Как будет система эта функционировать, когда никого не наказать нельзя, ни с кого спросить нельзя, все вот так, все свои вроде бы. Ну, постепенно вот мы пришли к тому, что у нас есть такое конкуренция между властью и оппозицией. Есть сбой, конечно, конституционный, когда вот происходит неконституционным путем смена власти. Были такие факты, да. Но на этом надо закончить всю эту историю. Это тоже отнесем к росту нашего государства молодого. И все эти ошибки мы, какие возможно, все совершив, должны прийти к тому, чтобы у нас начался процесс развития. Это главная наша задача. Сергей Миронович занимается также преподавательской деятельностью, а еще возглавляет партию «Единая Абхазия». Как партийный деятель он имеет полное право давать оценку происходящему в этой части политической жизни страны. На его взгляд, принципиальную роль здесь играет система выборов в законодательную власть. Я всегда говорил о том, что нужно нам создать систему выборную по партийным спискам. Это придаст значение партиям. Политики, которые захотят прийти в парламент, они будут вынуждены идти по партийным спискам. Они будут иметь обязательства перед партиями. Сейчас политики в парламенте, они не связаны с какой-то партийной дисциплиной, они свободны в своих действиях. Это мажоритарная система, она, да, считается самой такой демократической, но нам к этому нужно прийти. Надо сперва укрепить и значительно укрепить роль партии в стране. У нас сегодня даже партии, которые существуют, они создаются под личности, а не под идеи какие-то. У нас нет борьбы идей. Вот что самое плохое. И когда вот приходят в партию, то есть в парламент не по партийным спискам, свободные люди, ну, они не могут в полной мере осуществлять контроль над исполнительной властью, потому что всегда найдется у исполнительной власти возможность договариваться с отдельными людьми. А когда нет контроля над исполнительной властью, любая структура, у которой нет контроля, она всегда рано или поздно свалится к тому, что будет больше в своих интересах работать.
У нас это зачастую и происходит, когда говорят о коррупции, каких-то других явлениях негативных, это все связано с недостаточным контролем. Вот, значит, нет достаточного контроля, нет достаточного разделения властей, такое, которое у нас декларировано в Конституции. Все это нужно укреплять, всему этому нужно еще много-много работы. По словам Сергея Шамбы, новая политическая система уже формируется. Пока работа не видна, но это связано с объективными причинами, говорит он. Обществу это незаметно пока, потому что эта работа пока идет на уровне подготовки материалов. Это серьезно созданы комиссии, которые по реформе правоохранительной системы, по реформированию Конституции, по разным другим направлениям собираются материалы. Когда-то они будут переданы в парламент, когда их примет парламент, потом начнется процесс их реализации. Задача этой нынешней власти – создать условия для того, чтобы в будущем начался процесс активного наступления, развития страны. Наша единственная и главная цель – это развитие. Все нужно подготовить сегодня для того, чтобы это наступило. В одночасье это не наступит, но мы сегодня тоже можем видеть уже результаты определенные. Скажем, криминогенная ситуация сегодня значительно отличается от той, что было недавно. Вот. В экономических вопросах, несмотря на то, что у нас период такой сложный, пандемия, которая потрясла многие стабильные и экономически мощные страны, она и нас тоже коснулась. И экономика пострадала, конечно, наша сильно. Все это, конечно, имеет значение, но все-таки, еще раз говорю, что у нас достаточно сил оказалось для того, чтобы пережить, перенести, мы выходим из этой ситуации тоже. Я думаю, что у нас есть хорошие перспективы. В настоящий момент перед Сергеем Шамбо, как перед секретарем Совета Безопасности, стоит задача реформирования правоохранительной системы для обеспечения внутренней безопасности. Мы подготовили готовим целый пакет документов, потому что сперва нужно подготовить законодательную базу под все это. Вот к маю мы должны весь этот пакет, а здесь каждый закон, он требует внесения поправок, целый ряд других законов. Все это нужно связать грамотно и правильно, передать в парламент. Вот. Ну и параллельно с этим мы все-таки и контролируем, как-то в контакте с правоохранительными органами, подталкиваем тоже их. Наша главная задача обеспечить внутренний правопорядок. Тогда к нам пойдут инвестиции, приедут инвесторы, будут больше отдыхающих приезжать, курортников. Когда будет надежная безопасность, сюда будут люди ехать, отдыхать и деньги вкладывать. Если вот курс, который сейчас определен президентом, будет последовательно осуществляться, мы увидим результаты. Не сегодня, может быть, но нужно время для того, чтобы законодательную базу под это все подготовить. Но и уже сейчас есть определенные сдвиги. Много лет Сергей Шамбо был занят проблемами внешней политики, а значит, отчасти и безопасности. Но сегодня, на его взгляд, широкое признание Абхазии больше вопрос престижа, а не жизненная необходимость. Ведь партнерские отношения с Россией решают все проблемы Абхазии, если грамотно к этому подходить. Безопасность, зарубежное образование, торговля. Для всего этого есть Россия с ее необъятными географией, ресурсами и экономикой. Главная задача наша внешнеполитическая, она решена. Для маленькой Абхазии огромная Россия – это целый мир. Мы все наши вопросы можем решать только благодаря союзу с Россией. Если говорить об экономике, огромный рынок российский. Мы его не можем охватить даже. Главное, чтобы мы конкурентоспособную продукцию могли производить. Безопасность с Россией решается, это ядерная держава, член Совета Безопасности ООН. В обществе опасения главное было это новая агрессия Грузии. Сейчас вообще об этом никто не думает, потому что есть такая уверенность.
Это же важно тоже. То есть мы все свои задачи можем образованием. Лучшие вузы России представляют нам, я даже считаю, что нам такое количество даже людей с высшим образованием не надо, это перебор, но хотят молодые люди учиться, и ограничений нету предоставлений мест в российских вузах, которые из российского же бюджета оплачивают. Понимаете? То есть с Россией мы можем решать все вопросы. А то, что мы пытаемся решать вопросы признания с другими странами, но это и вопрос престижа тоже нашего, внешнеполитического вообще. Этим надо заниматься, конечно. По мнению Сергея Шамбы, отношения с внешним миром у Абхазии развиваются, может быть, не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, но зато по заданному курсу, который задавал в свое время Сергей Шамба, находясь рядом с Владиславом Ардзенбо и другими видными политиками. Единственное, в чем винит себя сегодня Сергей Миронович, так это то, что не вел дневники, ведь многие из воспоминаний уже укрыло время. А как историк он хорошо знает, что события прошлого часто бывают искажены не намеренно, а из-за несовершенства человеческого восприятия и памяти. Ну, знаете, я как историк вам хочу сказать, что история – это все мифология в большей степени, конечно. Ее нельзя так воспринимать однозначно. Даже те события, которые недавно были в нашей войне, и то по-разному трактуются. Многие у меня говорят, почему ты не пишешь мемуары. Мне Владислав Григорьевич дважды присылал, еще больной когда был, присылал людей, чтобы я писал историю, потому что есть вещи, которые только я знал. Но некогда было тогда писать. Мне некоторые вещи, когда рассказывают, я только начинаю смутно вспоминать. Ах, да, это было. Просто почему и боюсь сесть писать, потому что боюсь, что не все... Во-первых, многое не могу сказать, что самое интересное, наверное, было бы вообще людям знать. И, во-вторых, могу что-то исказить, боюсь тоже. Историк, политик, дипломат, каратист. Сергей Шамба так и не поделился секретом успешной комбинации всех этих дел. Он отметил лишь то, что никакого распорядка он никогда не соблюдает и занимается только тем, что приносит удовольствие, углубляясь все настолько, как может. Этим и определяется глубина личности, изучать которую предстоит уже другим ученым-историкам. Марьяна Котова, Раму Камке, Абаза ТВ.